чтобы завтра он заглянул в чье-то окно. В канун 60-летия советской Татарии столица республики принимала в свою семью миллионного казанца. А в это время Казань особо трепетно ждала рождения еще одного малыша. С его первым детским плачем столица ТАССР стала 20-м городом с миллионным населением в стране и имела полное право на строительство метрополитена. Право, правда, реализовалось гораздо позже. Новорожденный Ирик Мустафин. Он родился 30 октября 1979 года. В подарок семье двухкомнатная квартира. Отец работал водителем, был татарином. Мать работала на швейной фабрике, была русская. Ну, вроде как оба из рабочей крестьянской семьи. Интернациональная семья. Ну, вот результат. Судьба малыша, что родился под счастливой звездой, оказалась не столь счастливой. Родителей уже давно нет в живых, сам Ирик интервью теперь дает только за вознаграждение. Одно из последних его общений с журналистом состоялось 2 года назад. Родители почти ничего не говорили о главном событии в их жизни, и фактически Ирик узнал о том, что он герой города, только став уже взрослым. Сколько жителей было в Казани к моменту образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики? В каком году? 60 лет назад. 60 лет назад? Ну, вообще-то, 60 лет назад, по-моему, Казань был достаточно крупным городом всегда. И население, наверное, тоже было, наверное, большое. Сколько приблизительно? Ну, если сейчас миллион, то, ну, может быть 600 тысяч, где-то так. Ну, 60 лет назад, конечно, я, может быть, и не скажу. Наверное, 1200-150 было. К 1920 году в Казани насчитывалось 125 тысяч жителей. Вот так через 60 лет после провозглашения столицы ТАССР, 40 лет тому назад, Казань стала городом-миллионником и сохранила этот статус и по сей день. Если в 80-х таких городов в стране было 20, то по результатам переписи 2010 года их осталось 12. Сегодня в России 15 миллионеров, и эта статистика часто меняется. Новичками рейтинга стали Красноярск и Воронеж, а вот Волгоград и Пермь то попадают в этот список, то выпадают из него. Светлана Спирина, 7 дней.